Свыше 200 больших грузов из Турции проехали пункт пропуска Верхний Ларс в приоритетном порядке до закрытия. «Зеленый коридор» организовали по инициативе Сергея Миняйла. После открытия границы их также будут пропускать без очереди при сопровождении сотрудников МВД. Такое поручение дал глава региона на еженедельном аппаратном совещании. Также он предложил перевести пострадавшим от землетрясения в Турции однодневную зарплату руководителей органов исполнительной власти Северной Осетии. Деньги перечислят в фонд поддержки осетинской диаспоры. Также Сергею Миняйло доложили о ситуации в школе-интернате номер 1 Моздока. Напомним, в пятницу там загорелась спальня площадью 80 квадратных метров. Никто не пострадал, сейчас учебный процесс восстановили. 40 детей переместили в соседний интернат на ночевку. По словам специалистов, на восстановление помещения нужно порядка 13 миллионов. Сергей Миняйло поручил проанализировать бюджет района и предложить возможные источники финансирования. А еще проверить схемы эвакуации пожарной системы во всех учебных заведениях и социальных учреждениях республики. Говорили о заявочной кампании на 2024-2026 годы. Речь идет о 72 социально значимых объектах. Документы на 52 уже направили в федеральный центр, на 20 они в работе. И хочу особое внимание обратить на качество заявочной документации. Качество. Очень много нареканий бывает на заявки, которые подаются в федеральные органы исполнительной власти. Вы восприняли позицию, надо до 15-го подать заявку. Да, подали. Плюсик поставили. А принята эта заявка или нет, соответствует ли она требованиям нормативно-правовых документов или нет. Как бы это в стороне. И начинается футбол. Это я говорю о том, чтобы по формальным причинам заявки не были отклонены.